Сочные сладкие арбузы и дыни, клубника, кукуруза, тыква, взращенные на якутской земле, еще недавно, всего несколько лет назад, были для северян фантастикой. Однако это стало реальностью, если не сказать нормой сегодняшнего дня, благодаря фермерскому хозяйству Григория М. Хозяйство кормит якутян овощами и фруктами уже 20 лет. Сейчас хозяйство М садит культуры на 70 гектарах земли. Григорий Федорович М. родился в 1952 году в Ташкенте. В 1977 году окончил Ленинградскую авиационную академию. Однако тяга к труду на земле оказалась сильнее, как считает сам Григорий М., именно потому, что с детства работал на земле. Его дедушка – герой соцтруда, а отец – кавалер 2 орденов Ленина. Приехал Григорий М. в Якутию в 1997 году, оставив в Ташкенте большую агропроизводственную компанию, поставлявшую продукцию во все регионы страны. Жизнь заставила. На то они и были лихие 90-е. Кто-то вмиг разбогател, а кто-то лишился всего в силу разных причин в одночасье. Однако сдаваться умеющий и любящий трудиться Григорий не собирался. Создал в суровой Якутии вновь крестьянское хозяйство. Вначале это были всего 3 корейца во главе с самим М. Было нелегко начинать все сначала. Нынешний расцвет дался неимоверным трудом. Работали в поле, не покладая рук, с 6 утра до 10 вечера. Результат – востребованная, вкусная и полезная местная продукция на рынке Якутии и не только. У вас вот эта проблема с мусором давно появилась? Как начал только работать здесь, в Жатае. Первые где-то 5-6 лет мы вывозили эти мусора. Собирали, увозили, платили деньги на мусорсвалку, чтобы отвезти. Короче, все это тяжело. И каждый год я же тратиться не могу на него, деньги. А чтобы не бросали мусор, мы взяли ров, перерыли канавчики, перерыли, чтобы машина не проехала. Ну, они все равно бросают, и каждый год. 3 поймали, отдали милицию, милиция отпустила, сказала, что они не имеют права. Только через суд можно все эту проблему решить. На все поля, которые было, вот это, все загажено было, полностью. Вот наши поля, вот где арбузы растут, там, это, ну, мусор, конечно, бытовые все были. Пришлось чистить где-то 2-1,5 месяца эти мусор, потом только перепахивать поля. Вывозили там на тракторах, у нас основная техника трактор, поэтому на трактора все вывезли. Достигаю упорным трудом. Чтобы арбузы вырастить, мне пришлось 4 года над ним поработать. Да. Дыни, например, 5 лет, кукурузы 2 года. Поэтому как бы технологии изучаем, приводим новые технологии, отбор семян производим и экспериментируем. Берем технологию азиатскую и европейскую и объединили. Все. Вот капельную систему завели мы, новые технологии, которые работаем. У нас как бы рельеф местности у нас разный. Где рельеф местности хороший, мы азиатские технологии туда применяем. А где рельеф плохой, бугристый, там, с ямами, применяем капельную систему. Хозяйство М на серьезном уровне занимается селекционной работой. Каждый сорт отличается от другого по сложности, по агротехнике выращивания. Супруга Григория, Мария М., хорошо разбирается в селекции, проводит кропотливую работу не 1 год, трудится преданно рядом с мужем все годы совместной жизни. Начало было, конечно, трудно, ни машины, техники не было, а сейчас, то, что мы зарабатываем, все улаживаем, техники. У нас есть 120-130 гектаров открытый грунт. Теплицы уже, если рассадников не считать, уже 4-4,5 гектара. С 5-6 часов на 5 до 12 часов уже теплицы работают. Потом на полях у нас тоже как в летнее время-то рано светает. 7 часов уже на поле, а рабочее время не ограничено. В течение 10 лет это все мы прошли, это мы подняли. Мы уже теперь знаем, как можно поднять, допустим,
наше растениеводство. Работает в хозяйстве все семейство Григория М. Продолжателями дела являются 2 сына и дочь. Сегодня садим капусту на засолку, хранение. Здесь используются проверенные семена, сорт Ринда называется. Это пластичный сорт, он предназначен для соления. Проверенный сорт, очень надежный, скажем так. Вот это голландские селекции. Вот есть сорта, значит, они подразделяются по сложности выращивания, по агротехнике выращивания. Чем профессиональный сорт, тем сложнее за ним ухаживать. Но зато отдача там соответствующая, если при грамотном подходе все вовремя сделано. Вот. А почему нам нравится именно этот сорт? Потому что он неприхотливый. Наше лето, оно такое непредсказуемое, либо, скажем, дождливое может быть, либо может быть очень жаркое. Вот эта культура, она хорошо переносит как раз избыток влаги и жару. Своевременной и креативной оказалась идея Артура М. сажать клубнику. Сегодня, спустя годы селекционных испытаний и терпеливой работы, клубника произрастает и дает урожая в день 90-100 килограмм. Находимся в теплице, якутской теплице, на якутской земле, поселке Жатай. И здесь мы находимся, извините, это плантации клубники, которые можно увидеть, да, в городе таких упаковках. Григорий, вы не подскажете, почему все-таки вы решили клубнику выращивать? Из-за внуков, наверное, нет? Да, заодно из-за внуков, с другой стороны, конечно, я человек южный, из Ташкента, конечно, тоже соскучился по клубнике, конечно, там, по ягодам, поэтому решили вырастить. И самому было интересно экспериментировать. У жителей Якутска пользуется популярностью уже второй десяток лет сельхозярмарка хозяйства М, расположенная на Намском тракте в 13 километре. Отличие этого рынка от других рынков города в том, что здесь можно купить овощи разных сортов, собранных с грядки прямо сегодня утром. Да, я каждый год здесь бываю. А цены? Нормально, устойчиво, нормально. Местное же все хорошо, красиво, непривозное. Все наше. Вкусный арбуз? Очень. И ценами, и качеством, и вкусовые качества очень хорошие. Знаем, что здесь без нитратов, без химии. Арбуз очень вкусный, сладкий. Кукуруза замечательная. Мы вчера варили кукурузу, сегодня снова приехали покупать. Целый месяц ярмарка сельхозпродукции от крестьянского хозяйства М. Местные арбузы, дыни, кукуруза и более 20 видов овощных культур. 13-й километр Намского тракта. Получи витаминный заряд под конец уходящего лета. В крестьянском хозяйстве М используется системный научный подход к повышению урожайности. На базе крестьянского хозяйства Григория М. состоялся ежегодный праздник фермерских хозяйств Якутска и Жатая «День поля». Организаторами мероприятия стали окружная администрация и торгово-промышленная палата Якутии. Уверен, что это показатель того, что с каждым годом фермеры нашего городского округа, городских округов, наши сельхозпроизводители все более себя уверенно чувствуют. Больше и больше у нас производится нашей местной продукции, той продукции, которая выросла на наших полях, а не откуда-то издалека, из других стран. В мероприятии приняли участие крестьянские хозяйства, садоводческие, огороднические, дачные объединения из Хатасов, Тулагина, Кильдямского наслега, Магана, Табаги, а также ближайших улусов. Традиционной площадкой для Дня поля стало крестьянское хозяйство Григория М. Предприниматель одним из первых начал выращивать в условиях вечной мерзлоты кабачки, дыни и арбузы. Сейчас они уже стали привычным товаром на местном рынке. Формат Дня поля удобен и полезен как для покупателей, так и для предпринимателей. Во-первых, спасибо администрации города, главе города Арсению Сергеевичу за то, что помогли, что организовали такой масштабный. И торгово-промышленной палате спасибо, что активно участвовали. И нашему муниципальному образованию поселка Жатая, Кичиневу Анатолию Ильичу. Вложить городской бюджет, наш муниципальный бюджет надо вкладывать, чтобы была она более интереснее и масштабнее.
14 медалей, из них 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. И также республикой за участие в выставке Республика Саха-Якутия получила гран-при. Это 3-е гран-при республики. Первое было в начале 2000-х годов. Второй гран-при получен в прошлом году. И вот 3-й гран-при. Григорий М. радеет не только за свое благосостояние, он болеет душой за то, что происходит вокруг. Невозможно вкладывать столько души в труд, если в нем нет большого человеколюбивого смысла. Не обидно. У нас столько земли, честно говоря, не можем вырастить для себя. А что, вот всего 1 миллион населения мы прокормить не можем. То, что у нас растет, чтобы не завозили. И поднять животноводство. Вот у нас якутские лошади, например, да, табуноводство. Вот где видно такое животное, чтобы при весу за 6 месяцев 100 килограмм чистого мяса давало. И ухаживать меньше надо за ними. Только подготовить бы кормовую базу, чтобы зимой они хорошо прожили, как бы прозимовали. Для этого надо кормовую базу обязательно. А если его хорошо наладить, то у нас животноводство пойдет не арифметической прогрессии, а геометрическом прогрессе. Но для этого нужна кормовая база. Эта кормовая база это связана с растениеводством. Растениеводство это фундамент для животноводства. Да. Вот если дом построить, если без хорошего фундамента, никакой дом хороший не получится. Она через год, через 2 рухнется. В суровой Якутии человек славен не словами, славен делами. Так и наш герой. Имя Григория М. говорит само за себя. Продукция крестьянского хозяйства самая востребованная в Якутске. Его история жизни – история успеха вопреки всему. История человека, который в буквальном смысле дал людям плоды своего труда.